Добрый день, Исенмисис. Мы находимся на Сабантуе в Коммунарке. Наконец начался сезон московских Сабантуев, что очень и очень радует. Приятно здесь находиться. Кстати, меня зовут Рената Ильясова, я певица и основатель бренда Ильясова. И в этот раз я участвую со своим брендом на маркете. Хочу пожелать всем удачи, счастья. Штабу Татар привет, Гульнарочка. Так что всем всего самого наилучшего. Саулык, тынычлык, өзүң өмүр, бәхетле булыгыз. Хайырлы күн. Biz bugün Коммунаркада Сабантуйны менә бу матур җирдә Московский муфтият бүлегенә багышлаган Сабантуйда. Әйе, Так. нәкъ шулай. Бу Сабантуй бик үзенчә матур, кешеләр әз һәм без монда бер-беребез белән очрашабыз, аралашабыз, дусларыбызны күрәбез һәм шулай итеп менә күңелле Сабантуйлар уза. Рәхмәт Московский муфтиятка, Кырганов Альбир хәзрәткә һәм бөтен оештыручыларга, әлбәттә безгә дә әз генә. Әзгенә, бик әзгенә. Biz de катнаштык бу Сабантуйның организациясендә. Әйе. Рәхмәт сезгә, ям. Сезгә дә рәхмәт. Бөтенебезгә зур рәхмәт. Һәм инде ниндәй менә иң кызык мазыгы Сабантуйныкы бүген ниндәй? Әйтегез әле. Һәм иң кызыгы ул момент әлбәттә яңгырдыр инде дип уйлыйм. Безнең основной сцена башлаганда инде әлбәттә дә үтеп яңгыр ява башлады һәм шулай итеп әз генә яңгыр яуды да аннары основной программа башланды. Шулай итеп менә бу кызыгы тәмне ашлар, кызлар, егетләр, безнең активистлар. Сәлам әйтегез. Сәлам. Конечно же, во время организации мероприятий очень важную роль играют наши волонтеры, помощники и наши активисты. И при национальных организациях, наших мусульманских организациях, они здесь непосредственно оказывают большую помощь в проведении, в организации мероприятия, за что им огромное спасибо. Исенмисис, добрый день. Мы находимся на Сабантуе 2026 в Коммунарке. Мы в этом году уже второй раз отдыхаем на этом празднике. Он очень аутентичный, он очень уютный, он очень закрытый. Именно поэтому мы уже второй год выбираем для себя эту локацию. А представляем мы здесь языковую школу татарского языка Умарта. И таким образом хотим внести свой маленький вклад в сохранение языкового компонента в большом мегаполисе. Всем хорошего, прекрасного настроения, берегите себя и любите свои корни. Добрый день! Мы Давлетова, Рустам и Минлигуль, и заготавливаем реплики по музейным образцам. Берем данные с музея и повторяем. Единственное, можем поменять там чуть-чуть камни, либо что. Наш товар очень спрос имеет у реконструкторов, у артистов. У нас Айюла и вот Алсу снимали клип Айбулбалым, и они как раз в наших украшениях, можете посмотреть. Поэтому мы очень рады представить свой товар вам. Мы изготавливаем с техники филигрань. Это копии как раз казанских мастеров, башкирских мастеров. Начинается с 16 века, 18 век очень уже получается много самоцветов из стекла. Есть очень обыденные, простенькие изделия, так скажем, аутентичные. А есть очень высокохудожественные, что их даже тяжело повторить. Кто вы по национальности, если не секрет? Таджик. Таджик. А как у вас будет приветствие на таджикском? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Очень приятно. Жаймс. Исемегез ничек? Дамир. А вас как зовут? Хабил. Хабил, какое красивое имя. Меня зовут Алсу. И очень приятно, да. Мы с вами находимся на каком празднике лета? На Сабантуе. На втором Сабантуе в Коммунарке. Как впечатление вообще от Сабантуя? Отличная атмосфера, отличный концерт, отличные локации разные. Тут и детям, и взрослым все найдется. И мы еще приходили поболеть за нашего друга, за Эмиля, он выиграл, так что отличный день, все прекрасно. Ну да, все хорошо. Мы пришли, на самом деле, поболеть за моего односельчанина из Рыбушкина. Он сегодня выиграл, стал абсолютно батыром, за это мы рады очень.
Эмиль где-то там катается на лошади. Он сейчас ее Он седлает. сейчас скоро ее продавать будет, походу. Сейчас покатается чуть. Он сказал, что он к жене приедет к подъезду прямо на коне. Ну, Это, посмотрим. наверное, то, о чем каждая девушка мечтает. И что же, вот вы привели бы своих детей на Сабантуй? Ну, еще пока об этом рано, ну да. Дай бог, когда будут дети, да, приведем. А у вас есть, кстати, что-то подобное в Таджикистане? Сабантуй, наверное, есть. Нет, там, наверное, больше Навруз празднуют. Там на Навруз много разных праздников, концертов, семейных тоже фестивалей. Должно быть интересно. Исәнмесез, саумысыз, алсу ни хәлләр? Бик шәп, бик әйбәт. Әзрәк кенә хәл бетте. Машалла, көнегез ничек үтте? Ай, кызык кына үтте, беләсезме, яңгыр да булды. Яңгырдан соң шундый тәмле саф һава булды, кояш та булды бүген, Сабантуй да булды бүген. Нәрсә генә булмады. Концерт охшадымы? Бик ошады, ләкин аны гел генә карап утырырга вакыт булмады. Менә интервьюлар алып йөрдек, көрәш карадык. Кем йетте көрәшне? Эмиль абый, Эмиль абый җиңде, рәхәтләнеп. Рустам Ямалиев килдеме? Рустам абыйны күрмигә әле монда. Килмәдеме ни? Гөлнара Яруллина ни хәлләр? Менә бит әле генә аның белән сөйләшеп басып тордык, бик шәп, бик шәп. Әкрен генә яшәп ятабыз инде шунда. Субханалла. Штаб татарга рахмәт, Рустам абыйга рахмәт, всем татарым кайнар салам. Таза булырга язсын, амин, һәм инде әйбәт йокларга. Иншалла. Давайте скажу 3 лайфхака, как сохранять. Во-первых, беречь себя. Во-вторых, самоопределиться, потому что к нам часто приходят люди, которые говорят, я вот половинка здесь, половинка там, четвертинка здесь. Нужно взять свою дорогу. Ну и ничего из того, что ты из чего-то соткан, из чего ты состоишь, от себя ни от чего не отрекаться, да? Вот есть тебе составляющая марийская: береги, развивай, помогай, вдохновляй. У тебя есть частичка татарского, делай ровно то же самое. Что касается языкового сохранения, ну, тут только один способ. Говорить, использовать, применять, ценить. Не просто исянмесис, не просто соубулгас, не просто щак-щак. Татарский язык — это очень широкий диапазон возможностей. На этом языке можно улететь в космос, на этом языке можно плавать в бассейне, на этом языке можно нырять в воду, на этом языке можно готовить себе вкусный какой-нибудь, я не знаю, десерт. На этом языке можно менять памперсы, я всегда говорю. Поэтому это язык возможностей. Используйте его как инструмент, тогда все получится. Здесь очень классно, можно даже без особой цели ходить. Все люди открытые, добрые, все как-то и приветствуют, рассказывают. Ну все, вы уже сказали, что вы будете знакомиться с разными культурами. Мы, в общем, вас заприметили, мы будем за вами наблюдать. Чурюмин Александр Александрович, доктор исторических наук, профессор. Занимаюсь непосредственно книгами, которые именно дают возможность изучить историю татарского народа. И эта тема мне очень близка, потому что я сам родился в городе Астрахани. И, конечно, хотелось бы вот эти белые пятна, которые были в истории татарского народа, но и очень много было фальсификаций, как раз их именно нарушить и сделать возможность всем узнать практически древнюю историю татарского народа и государств, которые как раз были непосредственно у нас с 13 по 18 век. Также есть книги в целом по истории России и сопредельных государств. Очень много в книгах нового материала, потому что весь он собран в различных архивах многих стран мира. Хотелось бы сказать, что все ордынские города, которые у нас были созданы в 13 веке, а их было построено более 150, а именно имели сразу же и канализацию, и водопровод, и широкие дороги, по которым могли пройти два слона, не задев друг друга. Хотел сказать, что, к сожалению, вот в той же Астрахани водопровод и канализация появилась только
в 19 веке. Ну а дороги всегда были разбиты у нас, получается. Поэтому здесь хотел сказать еще о том, что вот кирпич, который делали непосредственно у нас в Улус-Изучи, вот, он очень качественный. И когда уже стали строить русскую Астрахань, то стали использовать непосредственно кирпичи, которые были созданы еще в 13 веке в Улус-Изучи, или, как ее потом стали называть, 16 века, в Золотой Орде. Был построен Астраханский Кремль, 2 собора. И получается так, что до сих пор эти кирпичи 13 века являются качественными. А кирпичи, которые у нас производят в 21 веке, конечно, не соответствуют никаким критериям. Но хотелось так сказать и о посуде, которую делали непосредственно в Золотой Орде. Цветовая гамма не исчезла, посуда тоже очень высококачественная, практически не бьется. Ну и также хотелось сказать, что и одежда, которую непосредственно именно носили у нас татары, она показала, что в любых климатических условиях, и зимой, и летом, она дает возможность человеку чувствовать себя хорошо, потому что это были натуральные ткани, натуральные красители, и поэтому практически люди были в комфортных условиях, не в зависимости от дождя, снега там или ураганов. Что пожелать? Чтобы почаще сабантуи были. Вот сейчас летом у нас в Нижегородской области, там многие сабантуи отменяются. Хотелось бы, чтобы все-таки смогли мирного неба над головой и как бы провести сабантуи хорошие. Все, ну здоровья всем желаем. Амин, Дамир, шулай болсын. Пусть будет масштабнее, еще ярче праздник с каждым годом. И пусть процветает не только праздник, но и благополучие и процветание вашим семьям всем. Амин. И Таджикистану! Ура! Батеш, да. Батеш, что бы это значило? На самом Қаралдық түрлі яққа, кетпегісіз ираққа, күлішімше өтіп өмір қайтығысыз қонаққа. Күлішірбіз, сирәшірбіз, тамға қадар сүрләшіп, ешақларыны еске алып, отырырмыз үйләшіп. Жырлаймын мені дұсыларым, жырлаймын мені таңында, дүнияда яшау рахат бетсіз болғанда янымда. Жырлаймын мені дұсыларым, жырлаймын мені таңында, дүнияда яшау рахат бетсіз болғанда янымда.